Добрый вечер. Он называет массовую культуру фастфудом, который портит человека. По образованию физик и философ, он снимает высокое кино. Сегодня у нас в антракте знаменитый польский кинорежиссер Krzysztof Zanussi. Krzysztof Zanussi – польский кинорежиссер, сценарист, продюсер, директор киностудии «Тор», лауреат главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» за фильм «Год спокойного солнца». Поставил более 30 спектаклей в театрах Европы. Много лет был советником по культуре Папы Римского. Знает 6 языков – польский, русский, итальянский, французский и немецкий. Пан Krzysztof, здравствуйте. Вы приехали в Казань на фестиваль мусульманского кино. Насколько вы хорошо знакомы именно с мусульманским кино и что можете сказать о нем сегодня? Какое оно? Конечно, я не специалист, я его смотрю только случайно в большинстве на фестивалях и в течение моих разных поездок в мусульманские страны. Так что самое известное кино, и я с ним довольно близко связан, это иранское кино. Мы иногда смотрим египтянское кино, в котором тоже есть след религиозного мышления. Но то, что меня интересует, это, конечно, не фольклор, а то, в каком степени там есть теология, там есть образ мира, основан на вере. И я надеюсь, что на этом фестивале вы это тоже находите. Как вы думаете, для чего нужны такие фестивали, как наш казанский? Знаете, фестивали вообще нужны, потому что это уже форма проката сейчас. Уже есть картины, которых кроме фестиваля никто никогда не увидит. И для этого фестиваль хороший. А то, что у него есть этот религиозный фактор, это что-то дополняет, потому что таких фестивалей в мире мало. И тем более это интересно, какой отбор картин. И что люди могут сравнять, как видят мир мусульманы одной страны, арабских стран, скажем, персидских традиций, и как это выглядит с перспективы Татарстана. Так что мне кажется, что это интересная идея. Я здесь уже второй раз приехал, и это меня притянуло. А если говорить о российском кино, сегодня у нас многие говорят о нехватке хороших сценариев, ностальгируют по советскому кино. Ты удивляешься. Да, каково ваше мнение о российском и вообще о кино постсоветских стран? Безусловно, есть подъем кино после падения коммунизма. И посмотрите, самые лучшие картины в своей жизни Тарковский сделал, конечно, за границей. Это последние его 2 картины, самые хорошие. И также само в Польше Кислевский. Он появился только, когда коммунизм рухнул. Тогда ему удалось пробиться в мир. И я вижу, что кино России сейчас, она тоже достигает огромного уровня. Но «Левиафан» – очень интересная картина. «Бумажный солдат» – вообще картина Алексея Германа, Сокурова. Это картины, которые производят огромное впечатление. Даже «Пораженные солнцем» Михалкова – это все картины уже времени после коммунизма. Так что свобода всегда помогает творчеству. Это неправда, что только человек под нажимом есть творческий. А я советского времени, я бы не считал это такой великой периодом. Вы просто не видели мира в это время, и вам казалось, что советское кино такое хорошее. Оно хорошим не было. И его мало кто смотрел. Конечно, было несколько шедевров, с которыми почти всегда были проблемы с властью. А большинство картин в те времена это была просто такая социалистическая коммерция. Расскажите, пожалуйста, о польском кино сегодня. Какие тенденции вы наблюдаете? Знаете, есть огромное число картин снимается. Это первое, что у нас есть. Не так много денег, но много молодых снимает. Огромное число дебютов. С другой стороны, старые пожилые мастера, которые известны в России, как, например, Анджей Вайда, которому почти 90 лет, и он снимает новую картину. И все его последние картины – это величайшие достижения. Но сегодня картины небольших стран, а Польша все-таки с 40 миллионов жителей, она небольшая. Те картины, они не так путешествуют, как раньше. Это правда, а в России вообще их почти не видно. И мне жаль, потому что этот обмен был бы интересен. Какие темы волнуют режиссеров польских? Есть очень важные картины, которые затрагивают те темы, которые мне близки, значит, темы морали, ценности Бога. Мы добились первого нашего Оскара в этом году.
за картину «Ида», которая, к сожалению, ничто не попала в прокат в России. Я знаю, что вы говорили о скорости кино. Действительно, скорость изменились, развилось клиповое мышление. Уже нет таких картин, где 5 минут в кадре показывают лицо актера и видны его переживания. Как же нет, посмотрите последнюю картину Алексея Германа это у нас «Облака» и увидите, какая там Но это, тонкость. скажем так, отдельные шедевры. Вот ностальгируете ли вы по такому кино, и скорость вас насколько беспокоит? Нет, не беспокоит, потому что всегда была внимательная публика и невнимательная публика. Для невнимательной публики, которая ничего не требует. Это, знаете, к сожалению, чуть-чуть так, как фастфуд. Это для людей, у которых нет вкуса и нет времени, и которые не уважают пищу. А фастфуд – это дешевка, это для бедняков. А хороший ресторан обслуживает медленно, но хорошо. То есть в настоящем кино все это сохранилось? Конечно, его не так много. Может быть, и раньше его были доступны. Но вообще есть перемена не кино, а общество. Общество, публика другая. Здесь кино гораздо более демократичным. В том смысле, что доступно всем. Мы раньше ориентировались на более взрослую и более зрелую публику. Кино было гораздо стало дороже, чем сегодня. А сегодня с интернетом все доступно, но огромные массы людей смотрят невнимательно то, что там покажется. А вообще массы числятся больше сегодня, потому что они приносят большие деньги. А с точки зрения развития общества, это не массы двигают общество вперед, это только элиты. А элиты формируются заново, и надо принадлежать элите, конечно. Но элиты, это не олигархи, это не богачи. Это те, которые двигают общество вперед, принимают на себя ответственность за других. Это настоящие элиты, и они самые важные. Как вы формируете мышление элит, такое будет и общество. Они пойдут потом. Вы как раз цитировали Тойнби: пока массы следуют элитам, это развитие. Когда элиты имитируют массы, культура отпадает. Сейчас какое время? Америка была всегда обществом массовым. Это было первое в мире самое развитое общество в таком смысле. И мы немножко презирали американцев за их такой популизм, что у них все на уровне среднего человека. Но оказывается, что для развития человечества это необходимое этапа, и сейчас это пришло к Европе. Так что немножко я вижу такие шаги назад, которые появились. Не только культура искусства, но культура как культура чувств, культура взаимоотношений, культура работы, культура человеческих поступков. Если она высокая, тогда уже можете не говорить о толерантности, например. Она не нужна, потому что человек высокой культуры, он из дефиниции толерантный. Значит, он из дефиниции относится хорошо к другому человеку и относится с уважением к другим людям, которые на него не похожи. Что должно быть в фильме, чтобы вы назвали его хорошим кино? Если я после просмотра картины, или после чтения книги, или после спектакля в театре, я чувствую себя человеком, который чуть-чуть мудрее, у которого чувства где-то расширились. Если мой круг моего взгляда расширился, значит, это было хорошее. Я прожил что-то положительного, что-то полноценного. А есть у вас какие-то принципы и приемы, которые вы непременно используете в каждой картине? Самое главное — не повторять себя, не идти за успехом, потому что это ловушка. Не повторять успеха, только искать всегда чего-то нового, свежего, чего я еще не сказал. У вас в фильмах часто встречаются горы, собаки и смерть. Да. Это какие-то философские символы? Нет, смерть — это уже не символ, это факт. А собаки иногда бывают символические. Я влюблен в собаки. У меня 9 собак дома. И я живу с ними, и от них учусь многие вещей, потому что взаимоотношения собак между собой, если их много, очень похожи на поведение людей. Так что они мне тоже помогают иногда понять самого себя. Кино об искусстве в целом. Мы говорили, что исчезла тема Фауста. Да. Вы действительно считаете, что душа современного человека уже не так ценна, что не хочет ее никто покупать? Знаете, я не знаю, что дьявол так думает, но я боюсь, что люди сами не замечают, что очень дешево продают свою душу. Это продаж великим корпорациям, это продаж власти, это продаж тем, которые платят. Мы все разные, мы должны сохранять наш индивидуалитет, а можно его продать.
и потом уже и поведение, и мысли, и решения. Но другие так делают, я тоже так буду делать. А нам надо выбрать наш личный путь, который должен отличаться от пути других и быть лучшим путем. На ваших глазах наступила эпоха электронных гаджетов, интернета, сотовых телефонов. Как это повлияло на людей, изменило мир? И как вы к этому относитесь? Мы знаем, что наша позиция имеет уже значение. Это то, когда мы кликнем, это уже имеет влияние на мир. Это очень интересные перемены. И я не могу сказать, что я против, хотя я не увлекаюсь этим. Я сам сотовым телефоном очень редко использую сотовый телефон. Но у меня есть ассистент, и просто и поэтому я могу себе на это позволить. Вы еще говорили, что не любите постмодернизм. Действительно так? Для меня очень бедноватый такой подход, потому что это издевка над всем. И, знаете, хватит посмотреть Тарантино, но можно одну картину посмотреть, может быть, две, уже третьей не стоит, потому что я уже заранее знаю, что будет. Значит, это подход такой переходный, но он лишил ответственности людей. А в постмодернизме нет правды. Правда, но так она так придумана, эта теория, что правда относительная, что все релятивно. А это неправда, это наоборот, правда существует. И нет такого релятивизма в жизни. Зло есть зло, добро есть добро. И правда, что они иногда смешаны, но нет того, чтобы это было одно и то же самое. И здесь, с точки зрения нравственности, постмодернизм убивал человечество. Но он, к счастью, в мире уже прошел. А кто отставший, тот еще в это верит. Я знаю, что помимо кино вы увлекаетесь многими вещами. В частности, вы занимаетесь одаренными детьми в Польше. 30 лет тому назад, еще во время коммунизма, мы начали такую деятельность, как фонд. Нам уже разрешили в 80-е годы. И было очень важно, чтобы найти одаренных детей в маленьких деревнях, в школах, на глубокой глубинке. Третье поколение, уже внуки первых наших стипендистов помогают нам в таких лагерях. Я сам себе дома приглашаю таких молодых людей, и они живут у нас несколько дней, моя жена их кормит, а я им привожу интересных людей, чтобы они встречали интересных людей, у которых есть интересная концепция жизни. А у вас есть секреты тайм-менеджмента? Потому что и кино, и театр, и множество занятий, увлечений. Я этого учился еще как студент, мой коллега, сейчас великий профессор, невролог. Он так обратил мое внимание на то, что мои родители тоже говорили, только он теоретически в этом разбирался, что есть ритм организма, и смотреть на сутки. Есть период в течение дня, когда я могу быть более творческим, и есть периодки, где я абсолютно пассивным. И надо тогда строить план дня, когда я буду чем-то творческим заниматься, а когда не стоит, потому что ничего никак не придумаю, тогда могу отвечать на неважные письма или говорить по телефону. Есть время, когда у человека появляются мечты, а есть время, где совсем тупой мозг ничего, о нечем не мечтает. И это тупое время тоже надо чем-то заполнить, чтобы их не терять, потому что времени у нас всех 24 часа в сутки, и надо из них выжать все, что возможно. Какие ваши любимые занятия? Катаюсь на горных лыжах, иногда на лошадях, плаваю. Но это, конечно, только если я найду момент на это свободный. Но много этого свободного времени у меня нет. Кто ваш любимый писатель? Писатели, которые мне близки, которые для меня важны, к которым я возвращаюсь. Такие, как Джозеф Конрад, как Марсель Пруст, как Томас Манн, может быть, в первой очереди, как Достоевский, безусловно, Габриэль Гарсия Маркес. С ними я лично общался. Что вы больше всего цените в людях? Гармония. И то, чтобы человек принадлежал к этому маленькому проценту, это 4%, говорят, человечества, который заботится, чтобы мир был чуть-чуть лучшим. Часто говорят, что самый популярный вопрос у русских – в чем смысл жизни? А как вы бы ответили на этот вопрос? Я бы так цитировал Тарковского, я слышал, что любой человек должен поставить себе вопрос: зачем я жив, зачем я есть, для чего я призван. А если есть призвание, выполнить призвание. А по дороге будет хорошо и плохо, по-разному будет, и на это надо согласиться. Пан Кшиштоф, большое вам спасибо. Мы ждем вас снова в Казани с вашими новыми картинами. Спасибо большое.